телеканале «Россия» продолжают «Вести Чувашия». В студии Дарья Паскарюк. Здравствуйте. На календаре четверг, 7 октября. В Чувашии продолжается вакцинация населения против COVID-19. Так, в республике первый компонент препарата ввели свыше 327 тысяч человек. Завершили вакцинацию двумя компонентами 309 тысяч жителей. Для удобства граждан в регионе работают 13 мобильных прививочных пунктов и 58 выездных бригад. Так, например, в столице республики желающих вакцинироваться сегодня будут ждать сразу по двум адресам – в ДК «Салют» и по улице Волкова, дом 6. Подробнее с графиком работы мобильных бригад можно ознакомиться на сайте регионального Минздрава. Проявить свои способности и открыть новые таланты. Сегодня в Приволжском федеральном округе стартует полуфинал всероссийского студенческого конкурса «Твой ход» президентской платформы «Россия – страна возможностей». Соревнования в Казани соберет 1600 студентов из всех регионов ПФО. В их числе и 60 представителей нашей республики. Конкурс для тех, кто хочет испытать себя в самых разных областях. От творчества до экологии, говорят организаторы. На платформе можно было выбрать одно из 11 направлений. Дальше студентов ждали образовательные курсы, конкурсные задания, различные мероприятия проекта и решение кейсов. Продемонстрировать полученные навыки участники смогут сегодня в полуфинале. Оценивать конкурсантов будут эксперты. В их числе профессиональные наблюдатели, психологи, инструкторы и тренеры по обучению. О том, как проявили себя на всероссийском конкурсе наши студенты, мы планируем рассказать в ближайших выпусках программы «Вести Чувашия». В этом году Чувашия празднует 75-летие со дня рождения выдающегося балетмейстера Александра Ангарова. 30 лет своей жизни он посвятил работе в Чувашском государственном ансамбле песни и танца. Прославленный коллектив работает сейчас над концертной программой «Мелодии родного края», которую представит на суд зрителей 14 октября. За репетицией участников ансамбля со стены наблюдает портрет Александра Ангарова, который поднял чувашский сценический танец на совершенно новый уровень. Его хореография вошла в Золотой фонд национальной культуры. Некоторые композиции даже были поставлены в государственном ансамбле Игоря Моисеева. Все артисты, которым посчастливилось работать с маэстро танца, до сих пор его очень тепло вспоминают. И как руководителя, и как человека. Работа с ним просто приносила удовольствие, потому что он все танцы пропускал через себя. Вот сидел на стульчике, двигал ногами, даже домой ходил, можно было со спины понять, что это он. Идешь, смотришь, кто-то танцует, а он идет, раз, постоял, опять идет. То есть все танцы, все движения он пропускал через себя и только потом давал артистам. Программа открытия 98-го сезона называется «Мелодии родного края». В концерт вошли самые яркие постановки Александра Ангарова. Концерт состоится в ДК «Тракторостроителей». Новинкой станет и возможность попасть на выступление по Пушкинской карте. Привлечь внимание к социально значимым проблемам общества. В Чебоксарах стартовал конкурс видеороликов «Здоровый город». Представить работы на конкурс может молодежь от 14 до 35 лет. Видеоролики участников будут оценивать жюри по нескольким критериям. Среди них глубина проблемы и аргументированные пути ее решения, а также доступность заложенной идеи для понимания. Соревнования проводятся по 9 номинациям. Заявки принимаются до 8 ноября. Таковы вести к этому часу. Желаю вам хорошего дня. Оставайтесь на телеканале «Россия».